Диалоги про культуру. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Культура, и с вами программа «Диалоги о культуре». И я, ведущий Николай Пограновский. Наш гость сегодня в студии Сергей Владимирович Балинок. Художник, это сказано так широко, художник, он художник-график, художник-живописец, а также он еще имеет специфическую профессию художника-книжного графика. Это по образованию, по диплому у тебя так написано? Или как? Добрый день. Да. В дипломе написано графика и дальше расшифровка. Художественно-техническое оформление печатной продукции. Это для советских людей. Сейчас это называется publish designer. Ой, боже, какие слова. Я запишу это потом. всего два. Я больше по-английски не знаю. Нет, how do you do еще да, знаю. Нет, ты знаешь еще small, знаешь, хорошее слово такое. Slipknot, Metallica знаю. Да. Так ты много чего знаешь, да. Led Zeppelin. А если серьезно, так, дорогие друзья, я еще раз представлю его более подробно. Сергей Владимирович Балинок, он же, кроме всего прочего, он еще и много-много делает всяких разных интересных выставок. И мы об этом чуть позже поговорим. Я напомню вам, наш телефон в студии 210 12 48, 210 12 48, код Минска 017. Если будут у вас вопросы к Балинку или ко мне, пожалуйста, будем рады. Звонить не надо. Звоните. Итак, понятно, что все люди какой-то день рождаются. Ты родился не в самолете, не в поезде, не на подводной лодке и даже не на корабле. Ты родился в чудесной земле, которая называется Украина сегодня. И твои родители жили, потом вы долгое время жили в городе Львове. Это тоже хороший город украинский. Я там жил с 1956 года. Вот, да. И ты там же поступил в этот Львовский полиграфический институт. Да. А вот что не пошел учиться, скажем, по стопам папы, например? Пошел бы в университет, где твой папа работал в это время? Отец работал в политехническом институте, как раз там на кафедре философии, поскольку он профессиональный философ. Но что? Я не могу понять вопроса. Почему я не пошел в политех? Почему ты не... Хотя, ладно, а зачем тебе туда ходить? Ты и так философ. Я там мимо проходил, я насмотрелся на хорошую архитектуру. Да, конечно, там очень хорошая архитектура, да. Так вот, Сергей Владимирович, скажи мне, не пошел ты по стопам папы, но тем не менее, я осмелюсь утверждать, что ты по его стопам идешь до сих пор. Просто ты об этом не догадываешься, наверное. Потому что твои эти работы... афорты особенно, они очень философские. Даже названия ты берешь такие литературные, и у тебя все так, знаешь, очень по-серьезному. Видите ли, я уже много раз говорил, что у меня было очень тяжелое детство. Папа философ, мама лингвист, оба доценты, завкафедрами, эти кандидаты наук. Поэтому мама меня заставляла, за что ей спасибо большое, много читать и приучила к чтению. А философские мысли, от папы витали в квартире аж до того, что я уже плевал на все и убегал сходил гулять к соседям на улицу. Отдохнуть. Да. Конечно, не по стопам, а попросту, на генетическом уровне, очевидно. В общем, просто так. Интеллигентом можно родиться где угодно, даже на Северном полюсе. То есть это не важно, ты в городишке, в деревне родился или в большом городе. А в эту тему мне просто повезло, что я в большом городе и родился, и жил, поскольку родился я в Киеве, хоть на окраине, но в Киеве. И плюс как-то по отцовской линии в 5-м поколении городские. То есть способ мышления немножко другой. Ментальность, я бы даже сказал. Это очень красиво. Вот ты спросил у кого, что такое ментальность или менталитет. Все вот так будут, слыхали, а что... По-русски это означает способ мышления. Вот это понятно. А ментальность это как слава КПСС. Это где-то там.
Хорошо говоришь. Чувствуется папина закваска такая. А я всегда был его противником в этом смысле, в общем-то, с позднего детства, потому что отец действительно был, как это, закомплексован на коммунистической идее. То есть сама по себе идея неплоха, как идея, но не для людей. Это я Рузвельта повторяю, почти цитирую. Потому что люди не ангелы. Поэтому и коммунизм, в общем-то, не прижился как идея среди людей. Ой, ты прямо сейчас нам философскую такую тезу изложишь, что уже никто не будет никогда и нигде коммунизм строить. А в Африке многие мечтают построить коммунизм. Ну так и тут мечтали, да. Но ну, пусть помечтают, пусть попробуют, дай им Бог здоровья. А в твоем творчестве очень много проходит таких, я бы сказал, литературных, прямо литературных названий, таких вот, прямо чуть ли не из книжек, даже, по-моему, там ты кое-что и цитируешь, там, каких-то авторов. В большей степени ты придумаешь сам такие длинные литературные названия своим работам. Вот. Вчера это... сегодня тоже, что вчера, или как-то там тебя называют? Завтра это, там же, где вчера. Вчера. Это там, где вчера. Видите ли что? Процитировал я всего-то навсего 2 раза, и то название романов «Триумфальная арка». У меня есть такая картинка, это роман Ремарка. И что-то еще. А все остальное придумывалось само. Дело в том, что от мамы, да, во мне есть задатки этого, вот, ну, скажем так, писателя-рассказчика, то есть на роман, на повесть я бы не потянул, а вот эссе там, или рассказы, или короткие повестушки я бы мог писать. Но мне оказалось проще это изобразить. Зачем тратить кучу слов, когда можно в одной картинке... Вот так, да. Но это, опять же, извините, для умных людей, для интеллектуалов. То есть, так, вы меня загоняете в какие-то философские... Не загоняю, наоборот, мне интересно. Мозг человека состоит, ну, скажем так, или из 3 составляющих. Разум, прагматичность, ум и интеллект. Ну, в каждом мозге в разных пропорциях вот эти составляющие. Ну, разумный, это понятно. Он знает, что, где, как, почем, за сколько можно, кого. Ум – это тот, который придумал двигатель внутреннего сгорания. Это ум. А интеллект – это когда выходишь вечером на балкон покурить, смотришь в небо, когда оно звездное, и думаешь: Господи, какая же бесконечность. И никогда. И вот это вот... Потому что чувак, который вечером после работы бахнул бутылочку чернилки и посмотрел сериал про ментов и лег спать, пиво. вот, его не интересуют миллионы световых лет и бесконечность Вселенной. Ему она, ну, просто, ну, никак. Он для этого не рожден. А может, ему она снится, вот знаешь, когда выпьет пиво. Тогда в нем есть полрюмки интеллекта, если она ему хотя бы снится. Хорошо, ладно, отлично говоришь. Но, а скажи мне, пожалуйста, живопись твоя совершенно не похожа на твою графику. И не потому, что там по стилистике, по образу мышления, даже темы у тебя разные в живописи совершенно отличаются от графики. Тут все очень просто. Если графика задалась так, подчеркиваю, я никогда не хотел быть художником раз. Именно вот в этом понимании, творческом. Меня вполне устраивала профессия художественного редактора в книжном издательстве. Короче, в живописи, то есть в графике сложилось так, что это иллюстрации о жизни каждого человека на Земле. Любого, черного, белого, желтого, красного, вот со всеми эмоциями. Ну, скажем так, философия, но бытовая, ежедневная, не по учебнику, ибо любой учебник – это уже догмат. То есть догма, ну да, догматизм. Вот. Ну, правила поведения даже в той же философии, когда читаю. А у меня получалось, подчеркиваю, получалось вот такую вот изображать философию каждого вот более-менее мыслящего организма. Ну, почти ежедневную, повторюсь. А в живописи я просто изображаю хорошее настроение и кучу красок, чтобы они сложились. Меня интересует именно в живописи вот как красочки лягут, вот, чтобы красиво было. Вот. По-простому скажем, чтобы смотреть просто приятно, вот, живописно. Не вырисовывать там что-то, а просто вот изобразить настроение, в основном хорошее. Ну, иногда в живописи бывает там легкая грустинка.
Как сказал один композитор, привнести насильно философию во что-то нельзя. Она или там вкладывается в той же музыке, или в Писается, текстах, монтируется. Либо или... нет, да, совершенно верно. Поэтому... Ты мог бы легко быть, скажем, художником в театре каком-нибудь, занавес красивый Там написать. очень много начальников, не хочу. Мне хватит там, где я работаю, мне хватит Ну вот так хорошо, одного вернемся к директора. твоей ранней работе. Ты приехал в город Минск. В каком году, кстати, напомню? В 80-м, 80-м, и ты 1980. попал сразу в издательство «Университетское», главным редактором, художественным редактором. А кем ты там был? Должность называлась старший художественный редактор. Старший, Но кто да. меня после института сразу взял за Я бы взял редакцию? тебя. Ой, ты, ой, Видя я вас твой умоляю. потенциал, я бы взял, да. Итак, ты начал работать в этом издательстве университетском. Чем оно тебя привлекло? Или тебе просто работу надо было найти? Ну, конечно, вот второй это уже ответ на вопрос. Да, конечно, нужна была просто работа. Просто работа. И Нет, вот но ты- именно по специальности, не просто можно было пойти на завод там или еще куда, а вот по специальности именно художественный редактор, и так получилось, да, это была моя профессия. Но потом граждане компьютеры ее или товарищи компьютеры эту профессию ликвидировали как класс. Не, упростили ее просто. Упразднили, да. Упразднили, Ну, да. хорошо, скажем Хорошо. так, помягче. За время работы в издательстве университетское, я помню, ты там увлекался фантастикой. Курта Воннегута ты иллюстрировал, Рэя Брэдбери, там кого-то еще ты брался за серьезных писателей. Отвечать? Отвечай. Тут слишком много понакрою, домыслов, скажем. Ну, много лет вот там все меня позиционируют как там художник-оформитель, там тыры-пыры и Нет, я так так не далее. считаю. У Ты меня не была пойми. профессия художественный редактор, это немножко другое. Насчет увлечения фантастикой, опять же, дело не во мне. Просто тогда любое научное издательство или научно-техническое для поддержки Штанов. да, своих штанов получало госзаказ на издание художественной литературы. Что им давали издавать вышестоящим? Тогда это называлось Госкомпечать, Государственный комитет по делам печати и издательств. Это, извините, я там никак никогда не присутствовал, слишком мелкая сошка была. Вот поэтому в издательстве университетское там 2 названия в год было художественное. Остальные 80 это научно-технические, там учебники, Учебники и так далее, да. монографии и так далее. И поэтому просто опять же вот несколько раз мне повезло. Мой завредакции уходил в отпуск, и в это время приходила разнарядка на оформление художественной литературы. Ну и что, извините, я не, хоть я и очень умный, даже с лишней рюмкой интеллекта в голове, но иногда бываю и разумным. Я прагматически решил, зачем я буду кого-то приглашать. Рисовать я и так умею, научили. То есть вырвал себе зубами этот заказ. Ну, не зубами, просто именно так вот сложилось тут. Я не ходил никуда, не ругался. Ну, хорошее издание, хорошее получилось, мне нравится. А насчет того, что там, опять же, слушайте, если серьезно, именно из художественной литературы я оформил и то, что прошло в печать, по-моему, всего 4 или 5 названий. Вот. А то, что было шикарное, но мне зарубил тогдашний худсовет. Это был заказ на «Мастера и Маргариту» Булгакова. Но, цитирую, это главный тогда художник Николай Иванович Гончаров его звали. Да. Такой, помню. Я не читал «Мастера и Маргариту», но если мы пропустим иллюстрации Баленка в печать, то читатели нас не поймут. Это дословно, ну почти. И все. И мне сказали: до свидания, парень. Так подожди, ты так искажал сюжет Булгакова, что не поймут читатели, или что ты там придумал такое? Причем тут я? Я же тебе процитировал слова главного Гончарова. художника, да, главного администратора по оформительству Госкомпечати. Причем тут я? Ну ладно. А все тихонько, весь хорошо. худсовет тихонько промолчал. Потому Хорошо, что а вот- начальник сказал нет, значит нет. А сегодня ты бы взялся Булгакова проиллюстрировать? В Нет. частности, «Мастера и Маргариту». Если серьезно, я бы взялся за те его 3 главы, где Понтий Пилат и Ганоцри, главные герои. Ну и тот же Крысобой, да? Вот, их беседы. А все остальное это все-таки скорее юмор
сатира, сарказм. Нет, не взялся бы. Ну, этим Михаил Афанасьевич силен был, и юмор, и Ну, я уже сарказм. ответил на твой, не взялся бы. Тогда просто, и опять же именно тогда, по той причине, что я был буквально ошарашен вот этими главами об этих доисторических, скажем так, то староэрных героев. Я сейчас попытаюсь наших слушателей разбудить, а то не звонят, а тебе вопрос надо хороший задать. Мои вопросы, похоже, тебе не нравятся. Поэтому добрый день, ты хотел подключиться к нам. Вы на канале Культуры, программа «Диалоги о культуре», и я, ведущий Николай Пограновский, наш гость сегодня в студии Сергей Балинок, художник в самом широком смысле этого слова. Наконец-то. А то все, блин, Ну да. график, живопись, просто художник, да. Но это же не кличка графики, не кличка живопись, просто Вы знаете, что это да. как есть, вот Да, есть слесарь понятие, да, а там уже делится. А если слесарь, слесарь, сантехник, деканщик, слесарь, сантехник, сборщик, да, слесарь, ладно. ремонтник. Так, не Так мешай и у мне нас рассуждать на художников эту делят. тему. Я напомню еще телефон, чтобы все-таки позвонил кто-то. Не Я надо. думаю, что 210 12 48 наш телефон, 210 12 48, код Минска 017. Звоните, ждем ваших звонков. Не торопитесь, А то- я еще кофе не выпил. Выпьешь, потом там заказываешь кофе для тебя. Сложилась такая, ну, не сама по себе, конечно, она сложилась, подчеркиваю, традиция. Ну, хорошая, на мой взгляд, такая очень хорошая традиция. Ежегодно, в конце мая, а ты родился 31 мая Да. энного года, ты ежегодно устраиваешь... 1954. Ну, это на всякий случай, да. И ты ежегодно в конце мая и начале июня устраиваешь как минимум 2 персональные выставки. Это вот откуда такая традиция? Или так сложилось и все? И в этом году тоже Забавно. самое? Нет. Нет, ты знаешь... Я за тобой давно слежу, поэтому каждый год ты это проделываешь. Что смеешь? Ну, так сложилось. Просто тогда первый раз мои картинки, тогда был выставочный зал в Доме театральных работников, ну, архиве, Дом архивей. Да. Мы его архивей, пряник да. называли. Его, да. И туда отнес мои картинки Володя Цеслер. И там тогдашним работникам выставочного зала они очень понравились, афорты. И там как раз совпало, вот это был май месяц. Ну и что-то у меня зациклило, почему бы, ну не зациклило, как бы заодно и день рождения, там, а тут же дело в том, что открытие то открытие, а когда у человека еще, у автора еще, у художника день рождения, значит, он точно наливать будет. И, значит, на открытие приходит больше людей. Да, поэтому Какой как бы, прагматизм, боже мой, глядя на тебя не скажешь. так со стороны зрителей, конечно. Ну что, у Балинка день рождения нальет, конечно, он и сам не дурак выпить, так и угостит. Да, хорошо. Я теперь буду знать, когда надо приходить на твою выставку. 31 мая регулярно буду Не, ну приходить. если серьезно, не всегда 31-го, потому что Не, ну я помню, я если позже совсем близко серьезно, там это, привязан. все это зависит от, как там администрация выставочных залов спланирует. Да, когда мне есть что показать, я прошу примерно на этот май, начало июня, но бывало и осенью, поэтому... Тут недавно приехал один мой хороший приятель, который уже много-много лет живет за границей. Ну, сначала он уехал в Югославию, это еще когда была такая страна в Европе, потом она раскололась, развалилась после военных действий, потом он уехал в Португалию и уже там много лет живет в Португалии. Вот. И я его много лет не видел. И он меня гуляем, вот это буквально свежее событие, там недели-полторы назад, гуляем с его братом родным по городу Минску, какие-то знакомые места, какие-то незнакомые, что-то поменялось в архитектуре Минска и так далее. Для него мы-то это все видим. И он, знаешь, сказал такое сакраментальное признание. Говорит, мне Минск нравится, вот такой Минск, вот, нынешний. Здесь есть уже все то, чего мне не хватало в Минске в прошлом. Я говорю, а что тебе в прошлом Минске не хватало? Он говорит, вот не хватало там галерей, там
маленьких салончиков, таких вот, где показывали искусство, там. Не хватало маленьких кафе, вот, где можно зайти, там, кружку пива, выпить чашку кофе, так. Теперь это все есть, и это так хорошо по-европейски, уже милость, очень хорошо. Да. Ну, и что? Да. Так вот, я хочу тебя спросить. За эти годы, что ты живешь здесь, в Минске, ты заметил эти приятные изменения, или ты их в упор не видишь? Почему? Каждый день вижу. Когда идешь на работу и домой с работы. Ну да, нет, ну иногда шляюсь по улицам. Хотя, если честно, минские улицы, конечно, не для шпацера. Это так. Просто очень большие, широкие, да, чистые, там более-менее. Ну, для как прогулка по старому городу, здесь такое понятие. Ну, не та я бы, архитектура. может, неудачный параллель проведу. Один француз сказал, что маленькие женщины, ну, читайте «Маленькие узенькие улочки», маленькие женщины созданы для любви, а высокие для парада. Вот примерно так. Ну, Так насколько вот, я у нас помню, для парада эти широкие и улицы. Минск же после войны именно проектировался, ну, в архитектурном смысле как Западные ворота Советского Союза, да. поэтому и все эти из Берлина все эти проекты и из Питера и привезли сюда, и осуществили, построили этот проспект. Вот, так я даже не про... А все остальные спальники, я вас умоляю, где там прогуливаться? Это как в любом современном городе на постсоветском пространстве. В том же Львове, ну и ему повезло больше, там старый город, там не есть старинный и есть старый город. Ну там уже старый, это когда 17, то есть 18-19 век и начало 20 века. Он большой. Там, наверное, а остальные спальники, вот те, что 60-е, 70-е и позже архитектура, Они такие везде же, как здесь. Одинаковые абсолютно. Поэтому более-менее, ну, львовяне, которые, ну, скажем так, еще из старорежимных, те все, конечно, тусуются в старом и очень старом городе. Коллега твоего папы, философ Станислав Ежелец, такой был. Он по базовому образованию философ. Ну, потом он писал очень забавные, смешные всякие афоризмы. А вот самое смешное, что Иммануил Кант не был по образованию философ. Это уже на его философии образовывались другие люди. Это не обязательно быть философом. Ты же вот тоже не считаешь себя художником, а потом глядишь, и все думают, что ты художник. Это точно. Ну, пусть думает. Пусть будет так, да. Так вот, Станислав Ежелец говорил примерно так. Я к тому, что вот повторюсь, вот то, что я не художник, это абсолютный факт. Я действительно философ, но вот, скажем, живенький, бытовой, и я просто вот это вот рисую, потому что писать не лень. Ну хорошо, как ты прокомментируешь землячка из города Львова? Он же там и оканчивал университет, философский факультет. Именно там вот на рубеже 19-20 веков. Он написал: «В жизни все не так, как на самом деле». Кого? Я с ним солидарен. Да. Да. Но опять же с позиции прагматизма. Дарю тебе эту цитату. Только бы добавил. Его. Это будет отличная работа, если ты задумаешь. Как должно быть. В жизни все не так, как на самом деле должно быть. Должно быть. А как должно быть? А вот этого, слава богу, не знает никто. И хорошо, что не знает. Да, согласен, что хорошо. Но просто хуже то, что есть люди, которые, в основном они начальники, которые считают, что они знают, как должно быть, и остальных вынуждают еще вот так вот и жить, и подчиняться. Один мудрый человек когда-то сказал: если жизнь воспринимать на эмоциональном уровне, она кажется сплошной трагедией. А если на рациональном уровне, да какая-то комедия, не более того. Вот так. Я, глядя на себя, вот смотрю, не могу понять, то ли ты рационалист, то ли ты не знаю, что такое рациональное, то ты эмоциональный человек. Какой же ты на самом деле? А вот отвечу, где-то я читал о Карле воспоминания о Карле Марксе. Ну, Карл Маркс был очень и умный, и разумный, да, и с интеллектом, и вот он иногда выдавал там свою сентенцию, да, умственную. А у него через некоторое время спрашивают: дорогой Карл,
А как же вот так? 7 минут назад вы на эту тему отдали такой ответ, а сейчас по-другому отвечаете. Так я же живой человек. 7 минут назад я думал так, а в эту минуту я думаю по-другому. Правильно. Карл Маркс просто в то время не знал таких научных сведений, что каждые 3 часа состав крови человека меняется. А это значит, и мысли меняются, и многое другое меняется. А что такое состав крови? Это с разной плотности кровь, она еще по-разному бегает по нашему организму, с разной скоростью. А вот зло скажу, у руководящего союза, у руководящих работников на всем постсоветском пространстве, по-моему, с этих слов, кровь не меняется. Состав крови не меняется. Да подожди, ты гематолог или художник? Я не могу понять. Да я просто пришел к тебе на радио. И ты меня насильно, можно сказать, вынудил меня прийти. Да, конечно. С таким веселым лицом насильно никто не приходит, да. Ну так вернемся все-таки. Скажи мне, а почему ты так думаешь, что вот руководители Советского Союза, они так с замороженной кровью сидели, такие ровные, правильные? Это у нас не хватит никакого времени. Читайте книжки, комментарии, там выступления. Это я слушателям говорю. Потому что я, опять же, повторю, живой человек. Я вот сейчас вот так вякнул, а может быть через минуту я переоценю свои же слова. То есть ты можете псевдоним Карл Маркс дать? Таким образом. Можно просто Карл. Через 7 минут ты поменял мнение. Просто Карл. Да, мне хорошо. Можно 16-й, 15-й. Вообще обращайтесь ко мне просто сэр. Ты утверждаешь, что ты эмоциональный человек, а я утверждаю, что ты рациональный. И знаешь почему? Зная географию города Минска, вот главного проспекта нашего, Независимости. Ну, для тех, кто так не привык к этому названию, скажу, что это проспект Скорины, когда-то Ленина был, когда-то Сталина был. Когда-то был Скорины. Просто Борисовский тракт. Скорины, да. Да, ну, там в конце Борисовский. Это остатки. А вообще-то он начинался... От парка Челюскинцева до кладбища Московского, это Борисовский тракт. Так вот, скажи мне, пожалуйста, вот ты это случайно или все-таки не случайно? Твое рабочее место находится, точный адрес даже знаю, проспект Независимости, 47. Это Национальный центр современных искусств. Да. Это твое рабочее место. Ты живешь рядом, я точно не знаю номер дома, но рядом с бывшим 55-й, с магазином «Букинист». Да. Книжный магазин «Букинист». А там же напротив, во дворе, галерея, как она называется? «Артель». Да, есть. «Артель». Жесточайший расчет. То есть далеко не находить. Вот, от дома туда, галерея, вот так вот по кругу. Да. Да. Центровой, так получилось. Не надо поехать туда, я не знаю, там на какой-нибудь там магистрат чертов. И там жили. Нет, я помню, там тоже жил. Микрорайон Запад 3. Ой, помню. Улица Тимошенко. Да. Я уже Тимошенко, я думал Бурдейнова. А, это рядом. Это рядом, угол, рядом, да, как раз дом на углу Бурдейнова и Тимошенко. А психологи вообще знатоки, ну там я говорю так, знатоки человеческих душ утверждают, что человеку очень важно в жизни правильный выбор сделать, или, скажем так, выбрать свои приоритеты правильно. Какие у тебя приоритеты? Ну, все-таки зрелый мужчина, как-никак уже тебе 60 там с лишним. Так сколько приоритетов у тебя? Не 60 с лишним, а ровно 65. Ну, так ладно. Насчет приоритетов. У нас же не брачное бюро. Зачем ты это рассказываешь? Вот, то девушки будут сейчас звонить и спрашивать, вот свободны ли вы, Балинок? Не надо. Не, жутко занят. Занят. Я знаю, что у тебя есть жена Галя, поэтому, девушки, не звоните по этому поводу. Итак. Приоритеты. Ну, говори. Словами из вот той вот песни отвечаю. О, дайте мне свободу. Хорошо. Все. Отлично. А что такое свобода для тебя? Только не надо экзистенцию трогать. Просто с точки зрения быта, вот так, свобода. С точки зрения быта? Ну, с точки зрения быта ее никто не даст. А так, если совершенно прагматично, лишь бы хватало денег на существование. О, звонок. Сейчас, минуточку. Я не буду отвечать. Возьми. Не хочу.
Алло, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Николай Михайлович и Здравствуйте. Сергей. Меня зовут Герасим. Сергей, у меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, что для вас живопись? Какие художники повлияли на ваше творчество? Ваша первая картина и о родителях. На своей семейной жизни своих родителей вы взяли или хотели бы взять в свою жизнь? Спасибо вам большое. Спасибо, Герасим. Я переведу на русский язык ваш вопрос, потому что Балинок забыл надеть наушники, поэтому я ему расскажу, что вы имели в виду. По-белорусски я разумею. Нет, это не по-белорусски, это по-русски. Наш постоянный слушатель Герасим спрашивает, во-первых, кто родители, как повлияли родители, какие художники на тебя повлияли, как на творца, вот, и что для тебя живопись вообще? Хотя Герасим, наверное, думает, что ты больше живописец, я же наоборот думаю, что больше графики. Отвечай. Мой отец, кроме философии, еще преподавал этику и эстетику в том же политехническом институте. Поэтому, готовясь к лекциям, он дома, тогда-то слайды называлось, да, диапроектор, слайды, и заодно он и мне показывал, как бы на мне тренировался. Поэтому я в этом смысле был такой подопытный кролик, скажем так. Нет, собака Павлова. Да. Да, и вот, но главное, он же, повторюсь, он же был зомбирован на коммунистической идеологией и советской властью как таковой. Подождите. Но мы уже давно и он поняли, говорил, что это прекрасно. что это плохо. Вот это, говорит, Дали это вообще ерунда. Ван Гог это черти что. Короче, вот то, что он все показывал, это все было плохо. А соцреализм ему нравился. Естественно. Вот. А это хорошо. А я даже тогда, глядя на соцреалистические пейзажи, недоумевал, зачем рисовать трубу завода, из которой идет дым. Или фабричный корпус. И еще подписывать мы, значит, идем там на первую смену. Вот. Короче, повлияли на меня все художники вместе взяты. А тут еще есть такое, во мне от рождения есть врожденное это чутье на искусство, которое вот то, что словами объяснить нельзя. Это вот то, когда смотришь на картину и просто балдеешь, вот чего-то тебя, в прямом смысле, сейчас говорят, цепляет, впечатляет, да, ощущаешь, что вот тут хорошо, это твое, и вообще тут и цвет, и свет, и композиция, все звучит. Вот так в этом смысле мой папа он в этом не разбирался, вот что такое цвет. Цвет, композиция, он в общем. Завод хорошо, так вот, получилось Главное, от чтобы противного. труба заводская была похожа, и да, дым похожа. И портрет вождя обязательно, да. Вот, так вот тут как раз сработало от противного, потому, повторюсь, на меня все хорошие картины, у меня даже фамилия не нужна. И сейчас есть хорошие картины у художников. Какая разница, вот, там написано Иванов, Петров или Сидоров, там, да? Картина хорошая, потом читаем фамилию. У того же, будем так, для совсем неграмотных в этом смысле, у того же Пикассо есть несколько великолепных. Поэтому я к тому, что не надо читать фамилию, а смотрите на картину. Если она вас впечатляет, вот данная картина, данный кусочек реальности. Ой, вы меня завели. Не-не. Потому что любая картина – это отдельно взятая реальность, созданная автором. Она может не иметь никакого отношения к окружающей нас натуре, природе. И срисовывание той же природы, попытка повторить именно натуру, это просто срисовывание. И называть это искусством, никак. Я считаю, что Пабло Пикассо повезло, что вы не в одно время жили с ним, да? И мы бы с ним не услышали подрались твою однозначно. Критику в адрес его творений, да. А он сам признался, правда, в 95 лет, зараза, что вообще он был халтурщиком. И все делал на угоду как раз вот этому... По требу дня. Так не по требу дня. Если по требу дня еще ладно. Он, повторюсь, он сам писал, что он делал на потребу вот этого среднего уровня буржуа, у которых есть деньги и которых надо было чем-то шокировать. Которые в искусстве не понимали, а вот им нравилось, что вот это не так, как у всех. Вот он на вот этом вот и делал вот свои. Хотя, повторюсь, у него, особенно его те там розовые и так далее, более ранний период, там великолепная живопись.
Не, в этом никто не сомневается, да. Хорошо. Так, Никто не сомневается, да потому что в раннем 90% периоде. зрителей не знают, что Пабло Что у него Пикассо был был ранний хорошим период. художником, а потом превратился в прагматиста, Халтурщика, прагматика. грубо говоря. Ну, скажем Халтурщика. так, да. Ну, хорошо, что правительство Испании и Франции не заявит протест нашему правительству по этому поводу. Так что мы свободно можем заявить халтурщик Пикассо и все, последнего периода. Я сослался на его собственные слова, я сам не придумал. Да. Хотя в этом Хорошо. смысле мне действительно его последний, да не только там и средний, не так уж и очень Какую нравится. музыку ты слушаешь, когда ты создаешь свои работы? Живописные, графические. Вот когда я заканчиваю живописную, Заканчиваешь, да, а начинаешь я включаю, есть такая американская группа, Tool называется. Как? Tool, через 2 О. Я даже не знаю. Перевод, слава богу, вам это не нужно. Переводится как инструменты. Короче, там психоделическая музыка, так условно назовем, но в исполнении, бесструнных. Ну, в общем, музыка шикарная. Слов мало, и такой баритон такой не громкий. Ну, примерно в стиле Эния, наверное, так, да? А что такое эния? Ну, тебе это не надо, зубы будут болеть. Ну, давай. Уже не будут, у меня уже Молодца. уже не болят. Да. Так что тебе не повезло. Пластмассовые зубы не болят. Хорошо, Да. поехали дальше. И так вот эту группу ты слушаешь. Нет, хорошо, я предпочитаю... Да мне вся музыка любая хорошая нравится. Я даже иногда арии, которые ты предпочитаешь, слушаю. Но... А так и хэви-метал, и хард-рок, и Бах, и Бетховен, и Моцарт, что вам еще, и А все равно Стравинский. заканчивает Зеппелиным. Нет, Цепелин заканчиваю, я уже больше. сказал, Тул, а в промежутках Металлика. Слепнот, если вас интересует. Конечно. Нет, и, если- кстати, и много хороших белорусских металлических команд. Нет, я не сомневаюсь, это правда. Скажи, вот ты заканчиваешь работу, поставил ее там, она подсыхает, ну, если это живопись. Через день-другой посмотрел, думаешь, что-то мне тут не нравится, или такого не бывает. Сделал, и думаешь, какой шедевр. Ах да Пушкин, какой молодец. Вот сейчас скажу. Ты прямо наступил на мозоль. Ну, Одну картину я так думал, я закончил ногами. в 2016 году. У нас сегодня какой год? 19. Вот я ее уже 3 недели заканчиваю в 2019 году. До этого я ее заканчивал в 17-м, в 18-м. Потом, как ты говоришь, я ее ставил к стене на просушку. И вот в 19-м я ее таки решил На закончить. просушку, на утряску. Но все равно, я тебе скажу, слабо это. Ну, сколько, 3 года пишешь, это с 16 по 19, 3 года, ерунда. Александр Иванов свое бессмертное творение писал 20 лет. Явление Христа народу, например. Ну, что я могу что? поделать? Что? Нету у меня 20 лет. Нету. Мне надо в 3 года уложиться. Хорошо. Я понимаю, что это в тебе такой прагматизм. Вот Александр Иванов, например, не думал о продаже картины, там, как он за Ой, только сколько не надо мне продал. рассказывать. Даже Вот. тот же Он Серов 20 продавал картины лет ее царю. писал, Да. а ты свежие эти блины, как жаришь, каждый день новая картина. Нет, что? через день. Через день. Ну и что такое? Ничего, не Халтура? покупают, Это нормально. же халтура. Нет. Подождите, а у меня размерчик маленький. Потом я рисую не что-то, а рисую, изображаю настроение. Это проще, красивше и самому приятнее. Вот посмотришь, действительно, желтенькое с зелененьким хорошо легли там. Вот, То и есть все. это направление можно назвать в стиле релакс. Вот опять же, релакс, дословный перевод, просто отдых. Это у нас почему-то под словом релакс, вот лежит такое вот. Человек пиво пьет на диване. Ой, и я релаксирует, да. релаксирую, не трогай ты меня, да? Отдыхает человек, а то нет, я релаксирую, то есть он такой важный, понимаете? Я еду, когда сел за руль, это наших белорусов касается на 100%. Я еду, я сел за руль, Остальные тоже едут. остальные нет, для него они не едут. А и вот такой, для которого и другие не едут в каждой машине, а потом говорят, почему ДТП и так остальные далее. его раздражают. Он едет, а остальные раздражают. Так я же говорю, так и
И все в каждой машине. Также и пешеходы. У меня когда-то точно был так же. водитель армянского разлива, такой Сурен Хачатрян, маленький горяченький кавказец такой, на нашей служебной машине работал. И вот он, едем по Минску, ну, Заслав-то ладно, там маленький город, а вот по Минску выезжаем, и валит на красный свет. Я говорю, Сурен, красный свет! Ничего страшного, они же видят, что я еду, пропустят. Вот. Вот так мы вот тут в этой стране Так и живем. не Вот надо на практически белорусов, каждый. и армяне тоже так Ой. ездят. Ну хорошо, я тут просто как пример взял. А так, вот видите, у меня снова Советский Союз вернули. Да, конечно. А как в Украине ездят, я бы вам хотел сказать, это вообще атас. Да ну. Там Я- гаишники только не успевают махать палками, а эти, И которые открывать за рулем, кошельки. их всех... Кошельки. Да, даже вообще. У них соревнования, там, понимаешь, например, BMW, там какой-нибудь этот Мерседес, еще что-то покруче, и вот они на шоссе устраивают гонки, у кого машина. Сергей Владимирович, я сижу, смотрю на тебя и знаешь, о чем думаю? Мне надо чаще с тобой видеться, а то моя критическая мысль как-то вянет, усыхает. Не хватает мне критики. Вот. Причем по всем вопросам. По автомобилям, по водителям белорусским, Так. по... Во-первых, я 10 лет сам был водителем, Я поэтому помню, я очень с хорошо детства я знаю, помню, как ведут себя конечно. на дороге белорусские водители. И более того, я себя вел точно так же, поэтому имею полное право смело утверждать, что мы водим с точки зрения по отношению друг к другу. Не в том, что как мастерство именно управления машиной, а вот по Я отношению понимаю, о друг к чем другу. ты говоришь. Ну, в таком случае можно сказать, что плохо ездим в трамвае, плохо в автобусе, Очень плохо плохо. в метро Поэтому едем. хожу пешком. Под Толкаем, конец жизни мне повезло. У меня толкаем дом, друг друга. работа и даже твоя радиокультура, и то все по пути. Ходю пешком. Хорошо. Но когда мне на радио надо будет, можно я у тебя Я не буду приду ночевать? больше к тебе на Я у радио. тебя ночевать буду, когда мне на радио Нет, надо. только на работе. С вторника на среду. На работе могу оставить. Не надо. Не надо. На работе не надо. Я сам найду себе работу. Ну, Сергей, так вот, мы так и не добрались до истины. Все-таки ты... ведь и никогда. Не. Пикассо ты, конечно, хорошо проехался. Я уже почти согласен. А о себе также думаешь, любимом, вот когда ты там свое творение хотел бы ногой пнуть раза 2 или 3? Ты также думаешь про свое творчество? Сейчас скажу. Говори только честно. Нет, в Во-первых, глаза мне смотри. Да, не отводи. Запросто, я без очков, я твоих глаз не вижу. Мне все равно, куда Я смотреть. В смотрю. твои глаза или еще в какие-нибудь. Или в стенку. И Так вот, во-первых, по профессии я художественный редактор. Это значит критиканство в какой-то степени. хорошо. Поэтому критикование. Поэтому к своим работам я отношусь достаточно жестко. Показываю только те, которые я считаю получились. Остальные, которые не получились, я их просто выбрасываю. А насчет, сейчас еще там было продолжение. А можно узнать место, куда выбрасываешь? Мусорный ящик я рву на клочки, и поэтому... Жаль. А насчет живописи, короче, вспомнил, там было, я в смысле творчества я никогда не работал на заказ. Я сначала делаю, чтобы мне понравилось самому, как автору, а потом это предлагаю купить. А не то, что там приходит дядя, говорит, сделайте мне красиво, я вам заплачу денег. Ну вот, к сожалению, вот в этом смысле я почти единственный художник, ну я, во всяком случае, в Минске других не знаю, которые бы ничего не делали на заказ в смысле творческих работ. Но понимаешь, в последнее время некоторые, особенно молодые люди, новая генерация, ну, условно говоря, дети, примерно возраст наших детей, они думают иначе. А нахрена портному шить костюм, который не купит? Надо шить такой, который купит. Ну подождите, почему новая генерация? Это еще при фараонах было точно так же. В этом смысле сознание и способ мышления человечества в целом ничуть не изменился. Весь это то, что мы называем современность, цивилизация, научно-технический процесс, это только антураж.
А вот это все сознание, ладно, фараонов не не будем поменялся, хорошо, не трогать, поменялся. а со средних веков таки точно не поменялся. Тогда давай завершим нашу программу оптимистично. Да здравствует человек, который не менялся во все века. Антураж только менялся. Это как кричать «Ура» или Не, «Ой-ой-ой». я сейчас скажу, что уже конец нашей передачи. Да. О, Дорогие наконец-то, друзья, Господи, мы вот действительно, заканчиваем. Да. хоть одна приятная новость за Надеюсь, что вы последний были день. в релаксе сегодня, не утомились от нас. Вот, во всяком случае, мне было приятно Вот беседовать как с это за Баренцом. человек? Да видишь, релакс это не русское слово, Хорошо. и не белорусское. Я одно знаю иностранное слово, Отдыхайте. дай мне хоть сказать один раз. Отдыхайте. Да, отдыхаю, да. Расслабьтесь, в конце Наш концов. гость сегодня был Сергей Баринок, художник в самом широчайшем смысле этого слова. Вот. Спасибо всем, кто нас слушал, а также спасибо огромное нашему звукорежиссеру Ините Тинок. Ну, граждане, если что не так сказал, не сердитесь. Пишите жалобы, да. Спасибо. До свидания. До свидания.